Сегодня я хотела бы рассказать, почему строительное материаловедение нужно знать каждому. Строительное материаловедение подразумевает изучение, то есть это наука, да, которая изучает связь между строением материала, да, и его свойствами. И такие свойства, как тепловые какие-то изменения, механические нагрузки, химические воздействия и так далее, да, они играют большую роль вообще в нашей жизни, даже можно так сказать. Да? Почему? Потому что материалы, которые называются строительными, окружают нас повсюду, то есть вокруг нас. И знание материаловедения, оно позволяет правильно выбрать материал, технологию его переработки для обеспечения эксплуатации здания в течение заданного времени. Если вот так вот вспомнить полную нашу жизнедеятельность, да, мы точно понимаем, что большую часть жизни мы находимся в помещении. Будь то учеба, будь то работа, будь то отдых. Да? То есть когда вы выходите из учебного заведения, например, вы сразу же куда перемещаетесь? Домой, например. Да? Если не домой, то в кафе, библиотека, кинотеатр там, и так далее. То есть из одного помещения в другое, что сразу же определяет то, что из одного объема, да, вы перемещаетесь в другой замкнутый какой-то объем, где находится каждая ячейка общества, так скажем, да, которая определяет, так скажем, уже окружение вокруг вас, воздуха и микроклимата. Особенно это важно для нашего региона, да, для Республики Саха-Якутия. Почему? Потому что Республика Саха-Якутия не только самый большой территориальный объект в России, да, но еще и отличается своим особенным климатом. Климат у нас резко континентальный. Большая часть года у нас все-таки это холодное время года, да, и самые низкие температуры, они достигаются именно на нашей территории. То есть, вы все живете в Якутии, все прекрасно понимаете, о чем идет речь, да, но тут еще тот нюанс, что у нас летом жарко, зимой холодно. Перепад между самой высокой температурой и самой низкой температурой достигает 100 градусов. И для строительных материалов это достаточно такое хорошее испытание, поэтому все строительные материалы, они эксплуатируются в суровых климатических условиях. Поэтому, государство, можно так сказать, нас защищает, так скажем, да, людей, свое население, да, и был принят федеральный закон 384 от 30 декабря 2009 года, который называется «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», да, где в статье 1 есть такие пункты, которые касаются защиты жизни и здоровья граждан, во-первых, во-вторых, обеспечения энергетической эффективности зданий и сооружений. Это важные, параметры закона, которые определяют экологическую безопасность зданий. Но экологическая безопасность здания, она предусматривает не только минимальные выбросы загрязняющих веществ, да, объемы потребляемой энергии или объемы твердых и жидких отходов после того, как здание перестало существовать, минимальное влияние на экологические аспекты окружающей среды, да, но и есть такой пункт, который определяет качество микроклимата внутри помещения здания. То есть это санитарно-эпидемиологическая безопасность помещений, оптимальный тепловлажностный режим, высокое качество воздуха, качественная акустика, освещение. Все это касается экологической безопасности здания. И тут важную роль играет микроклимат помещения. Что такое это? Это состояние внутренней среды здания, которое оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на человека. И основными характеристиками его являются показатель температуры, подвижности и влажности воздуха. При этом нормами, один из самых важных здесь параметров является именно влажность воздуха. Да? Нормальная влажность воздуха в помещении должна быть не менее чем 30 и не более чем 60%. Если этот параметр будет изменяться в большую или в меньшую степень, то мы сразу получаем отрицательно негативный характер или воздействие на наше здоровье. Да? То есть вот такие параметры, как бактерии, вирусы, появление плесени, определяют наши респираторные какие-то заболевания, да, аллергические заболевания, которые, на развитие этих патогенных флор, оно влияет как раз-таки изменение влажности. То есть влажность может быть повышенная, может быть ниже нормы. Если мы вспомним наши условия, то мы понимаем, что большую часть года, да, начиная с сентября и заканчивая маем, то есть у нас идет центральное отопление. То есть что это такое? Как включается центральное отопление? Воздух в помещении сразу же становится 10%.
При норме 30% мы на деле имеем 10%. Да? Как это отражается на нашем здоровье? Негативно. Следствия влажности ниже нормы какие? То есть пересыхает наша значит, слизистая носоглотки. Как только это пересохло, сразу иммунитет, защита наша падает. Это простуды, это респираторные заболевания. Да? То есть все сразу же цепляется к нам. Усталость, оказывается, тоже очень значит, хорошо проявляется при сухом воздухе значит, вокруг нас. Почему? Потому что ослабляется иммунная система в целом, да? Холодный, если воздух еще при этом холодный, сухой воздух препятствует попаданию кислорода в систему кровообращения. В сухом воздухе быстрее значит, образуется пыль, где в пыли у нас бактерии развиваются, да? Кожные аллергические заболевания появляются. Уже в младенческом возрасте это может все появиться. Волосы становятся сухие, ломкие. То есть это все негативно отражается на нашем здоровье. Следствие влажности выше нормы тоже не очень благоприятные. Почему? Потому что при этом у нас возникают условия для возникновения жизни. Без воды мы ни туды и ни сюды. Да? И если повышенная влажность, то сразу же возникают условия для возникновения жизни. Это плесень, это различные грибы, которые имеют разную природу, разные значит, свои составляющие. И самые опасные представители этой флоры, они значит, выбрасывают те споры, которые могут развить у нас более серьезные заболевания, да, которые уже относятся к онкологии. Почему? Потому что, вдыхая их, мы обуславливаем то, что они попадают внутрь организма, и при этом они не погибают там, а хорошо устраиваются и начинают развиваться внутри нас уже. Да? То есть это хищные грибы, это различные онкологические заболевания, опухоли и так далее. Как мы можем решить эту проблему? То есть мы можем решить это только таким образом, когда выберем правильный строительный материал, который обеспечит нам правильный микроклимат. Вы, наверное, слышали, что деревянный дом дышит. Деревянный дом дышит, да? Что это значит? Дышит ли он на самом деле? Под дыханием деревянного дома понимается прежде всего такое свойство древесины, это и способность, можно так сказать, древесины, да, поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, где-то в пределах 45-57%, независимо от погоды на улице и независимо от того, какие процессы проходят у нас внутри помещения. Да? И какое свойство строительного материала как раз-таки отвечает за вот такую способность? Это гигроскопичность. Гигроскопичность. Что это такое? Это способность материала поглощать водяные пары из воздуха. Поглощать водяные пары из воздуха. Обуславливается эта способность развитой капиллярной пористостью. Развитая капиллярная пористость, она позволяет, значит, водяным парам из воздуха проникать внутрь материала. Не всегда это, конечно, положительно для долговечности материала, да, например, но вот как раз-таки микроклимат внутри помещения, он зависит от этого свойства. Вторым свойством, которое обеспечивает свойство материала регулировать влажностный режим в помещении, это паропроницаемость. Паропроницаемость – это уже способность материала пропускать через свою толщу пары воды. Пары воды, значит, они не остаются внутри помещения, они спокойно проходят через толщу материала. Причем, заметьте, мы все с вами живем, значит, в каменных мешках, да, так скажем, то есть в домах из бетона. Посмотрите вот на таблицу, значит, вы видите, что бетон, какой коэффициент паропроницаемости имеет, да? И вот то, что выделено, вы видите то, что, значит, соответственно, те материалы, которые хорошо пропускают эти пары воды через свою толщу, да? Ну и если, значит, спокойно у нас проходит, этот пар из внутри помещения проходит без конденсации внутри конструкции или на поверхности этой стены, да, то у нас уже не возникают условия, например, для появления плесени, появления грибков. Да? То есть условия возникновения этой плесени в наших условиях, где как раз-таки в углах помещения, да, на подоконниках, на оконных откосах. То есть, почему? Потому что там влажность обусловлена появлением конденсата на поверхности строительных конструкций. И вот на данном слайде вы видите, значит, строительные материалы, которые по своим свойствам похожи на древесину, то есть обладают способностью регулировать влажностный режим в помещении. Да? Ну, во-первых, это керамика, строительная керамика. Керамический кирпич вообще обладает очень развитой капиллярной пористостью, и поэтому гигроскопичность у него на уровне, скажем, древесины. Пенобетон, газобетон, арболит, бетоны на пористых заполнителях, да, например, керамзитобетон, все отличаются вот такими свойствами, то есть способностью регулировать влажностный режим в помещении.
Наша Якутия очень богата, значит, различными, ну, как, значит, полезными ископаемыми, так и нерудными строительными, значит, материалами, да. То есть, почему? Потому что Якутия больше своей территории располагается, значит, на древнем вулкане, то есть это горная местность, да. Мы над уровнем моря находимся порядка 300 метров, даже находясь в пойме реки Лена. И поэтому, значит, вот спектр горных пород, которые мы обладаем, это вот практически весь, да, то есть начиная от магматических, которые первичные горные породы, заканчивая метаморфическими, такими как мраморы, например, да. То есть и вот этот вот богатый сырьевой запас строительных материалов, ну, сырья для производства строительных материалов, да, дает нам возможность проводить науку, научные исследования, разрабатывать новые технологии для производства строительных материалов, которые могут работать в наших условиях. А у нас, я еще раз напоминаю, суровые климатические условия. И Инженерно-технический институт Северо-Восточного федерального университета предлагает для поступления следующее направление обучения – это строительство, технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, архитектура. Да? То есть вот эти вот направления, они позволяют, значит, изучают, во-первых, строительное материаловедение, во-вторых, значит, позволяют правильно применять строительные материалы, да? То есть подбирать те строительные материалы, которые работают в наших условиях на благо, на наше благо, для здоровья человека. И в рамках Инженерно-технического института работает студенческий научный кружок «Технолог», руководителем которого являюсь я. И, соответственно, значит, студенты, занимаясь в этом кружке, разрабатывают свои научные работы, которые идут на дипломное, во-первых, проектирование для выпускной квалификационной работы, во-вторых, позволяют, значит, выступать на конференциях, ездить не только по России, но и за границу даже ездят, да, участвуют в различных конференциях, конкурсах, побеждают. Причем работают в рамках этого кружка не только студенты разных направлениях обучения, но и старшеклассники, то есть ученики школ. 9, 10, 11 класс, значит, занимаясь наукой в рамках этого кружка, участвуют в конференции «Шаг в будущее» и получают свои награды. Занимайтесь наукой. Наука продвигает вас не только как специалиста, но и повышает ваш кругозор, который позволяет вам потом остаться здоровым на долгое время.